звонок школы номер 1. Звонок дают первоклассники Макарова Александра и Милюхина Анна. Для торжественного открытия школы в сцену приглашаются глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев, Председатель Государственного совета Чувашской Республики Валерий Николаевич Филимонов, депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Алена Игоревна Аршинова и Леонид Ильич Черкесов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Николаевич Исаев, глава администрации города Чебоксары Алексей Олегович Ладыков и директор средней общеобразовательной школы номер 1 города Чебоксары Татьяна Львовна Николаева. Слово предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Ирыгон, хакла школа дизем, аша амажизем, учительзем, ебезире щене вреню шуле бушланны отпа, шавна шкалах, шаганбек, хитре, хватла, школа ушне отпала саламладып, ырлых, сывлых, телей, вренюре оножу, юрадузу надо. Добрый день, дорогие ребята, глубоко уважаемые учителя, дорогие родители. Поздравляю всех вас с началом нового учебного года, с открытием новой, современной, инновационной школы номер 1. Вот эта школа, к сведению хочу сказать, построена по президентской программе Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Огромные средства выделяются в России для того, чтобы достойно воспитать молодое поколение нашей любимой Российской Федерации. Ежегодно миллиарды рублей мы привлекаем для развития реального сектора экономики, для развития социальной сферы. Для чего мы все это делаем? Потому что и родители, и учителя, и дети наши, как одна семья, как одна большая семья, хотим строить будущее. И у нас по факту получается. И та инновационная современная школа, которая вот находится здесь, в городе Чебоксары, и те дети, которые уже зачислены в эту школу, конечно, будут только развиваться. Получать будут современные инновационные знания, будут воспитываться в этой большой семье. Это очень значимо для нас. Во-вторых, здесь, конечно, только в этой школе столько залов и спортивных площадок на улице. Кроме этого, дети будут приучаться, как правильно нужно вести домашнее хозяйство. Я благодарен родителям и учителям, которые вместе со строителями, созидателями, работая в строительстве этой школы, готовили, наводили порядок, чистоту, для того, чтобы на самом деле это торжественное открытие состоялось сегодня, 1 сентября, День знаний. Искренние слова хочу выразить вам, дорогие учителя, дорогие родители, за ваш такой ответственный подход, потому что без вас, может быть, мы не могли бы сегодня на торжественном мероприятии вместе стоять. Во-вторых, я хочу подчеркнуть, просьба была родителей, просьба была жителей данного микрорайона, когда же вы здесь откроете детский сад и школу. Детский сад мы вместе с вами открыли несколько лет назад, но и школа на 1100 мест. Одним словом, хочу сказать, жизнь налаживается. Все в шаговой доступности. Плюс учреждение медицины здесь.
дворы благоустраиваются. И на самом деле, о чем мы договариваемся вместе с вами, мы, работая в поте лица, добиваемся этих результатов. Обращаю внимание наших первоклассников. Вас здесь очень много, 7 классов, более чем 200 человек. Здесь я вчера пошептался с знакомыми учителями, к сведению могу сказать, через учителей начальных классов прошли обучение, воспитание мои дети. И они просто счастливы, у них глаза у всех горят. Почему? Потому что это совсем другие условия. Это несравнимо даже с той школой, первая, которая на Ярославской, это практически очень старая школа, но коллектив учителей под чутким руководством Татьяны Львовны делает все для того, чтобы дети были успешными. Задача ведь родителей какая? С одной стороны, она очень простая, чтобы дети были умнее, чем родители, чтобы дети могли самосовершенствоваться, чтобы дети могли развиваться, и чтобы они могли уже, когда получат документ об образовании, о своей профессии, могли строить будущее нашей любимой России. Как у вас настроение? У родителей как настроение? Хочу сказать, да здравствует школа номер 1, да здравствуют родители, да здравствуют учителя. Слава школьникам общеобразовательной школы номер 1. Ура! Слово предоставляется председателю Государственного совета Чувашской Республики Валерию Николаевичу Филимонову. Уважаемый глава Чувашской Республики Михаил Васильевич, уважаемые учащиеся, преподаватели, родители, от имени Государственного совета Чувашской Республики поздравляю вас с праздником, Днем знаний, с новым учебным годом. Отрадно, что новый учебный год в нашем случае это новые возможности, это новая школа, это новое ощущение, это новое вдохновение. Я очень рад, что мы сегодня вместе с вами и тут находимся, открываем эту школу. Я хочу сказать, это стало благодаря, прежде всего, работе, конечно же, главы Чувашской Республики, правительства Чувашской Республики, депутатов всех уровней, города Чебоксары. И мы понимаем, что вы наше будущее, и от того мы какую сегодня создадим образовательную среду. А вы видите, строятся парки, детские сады, школы, театры, преображается город. Это все для нас, чтобы мы, подрастающее поколение, находили свое место в этом современном обществе. И чтобы мы понимали, хорошее образование – это значит хорошее наше будущее. Мы прекрасно знаем, что будущее в ваших руках. И поэтому, дорогие ребята, от вас требуется желание, умение, усидчивость. А мы, родители и органы власти всех уровней, должны сделать для этого все возможное. Дерзайте, побеждайте, рискуйте. Добрый будь, дорогие учащиеся, с праздником! Слово предоставляется депутатам Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Алене Игоревне Аршиновой и Леониду Ильичу Черкесову. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие родители, дорогие педагоги, дорогие ребята. Ребят, вы хотите хорошо учиться? И мы очень этого хотим. Мы всей командой сделали все возможное, чтобы сегодня эта новая, построенная, замечательная, современная, лучшая школа была вашей. Это ваша школа, это ваша новая жизнь. Это школа, которая за ваш труд будет дарить вам пятерки, за те полученные знания, за ваши результаты. И все ваши мечты обязательно сбудутся. Ребята, вы мечтаете?
Я желаю, чтобы все ваши мечты, родители, чтобы мечты ваших детей обязательно сбылись. Мы, Государственная Дума, глава республики Михаил Игнатьев, город, администрация города сделали все возможное, чтобы и федеральные деньги, и республиканские деньги, чтобы все это сработало на то, чтобы и детские садики были построены. И я уверена, что многие из ваших детей ходили в новые детские сады. А теперь это новая школа. И мне очень бы хотелось, чтобы у Чувашии и у нашей России была новая жизнь. Я хочу, чтобы мы с вами не только в это верили, но все вместе, командой, двигались вперед и создали эту новую жизнь для нашей России и для наших с вами детей. С праздником, с Днем Знаний, с 1 сентября вас! Ура! Добрый день, Михаил Васильевич. Добрый день, уважаемые ребята, родители, дорогие учителя. Действительно, сегодня для всех нас день добрый и важный, каждого из нас, кто здесь присутствует, и для всей страны. Сегодня Владимир Владимирович Путин, как и, наверное, многие руководители регионов, посещает школу Ярославской области и дает открытый урок. Это важно, это говорит, что президент страны поддерживает образование, общеобразовательные школы, и, конечно же, это очень важно. Вот эта школа – итог совместной работы федеральных органов власти, региональных органов власти и местного самоуправления города Чебоксары. Буквально, наверное, на проектирование школы ушло больше времени, чем само строительство. В мае месяце, когда мы приходили сюда, здесь был котлован и макеты, как школа должна быть. А проектирование максимально обсуждалось педагогическим сообществом, чтобы сделать действительно самую лучшую школу нашей республики, эту школу, чтобы условия были для обучения наших детишек. Ну и этот проект вошел в федеральную программу, потому что он и экономичен, и самое главное, он приспособлен для обучения наших детишек. И я хочу выразить благодарность Михаилу Васильевичу Игнатьеву действительно за то, что большое внимание уделял строительству этой школы. Администрации города, главе администрации Ладыкову Алексею Олеговичу. Это, наверное, бессонные ночи и дни, когда строители сами здесь работали 2-3 смены. И поблагодарить строителей, что в кратчайшие сроки и хорошим качеством построили эту школу. Ну, поблагодарить учительский коллектив, то, что они активно участвовали в процессе строительства, корректировали ход строительства, небольшие корректировки. Ну и поблагодарить родителей, которые пришли со своими детишками в эту школу, помогали учителям, чтобы действительно вовремя школа к 1 сентября открылась. И сегодня всех вас, уважаемые коллеги, дорогие друзья, хочу поздравить этим замечательным днем, Днем Знаний. И очень надеемся, что в городе Чебоксары, Чувашской республике, в перспективе будут еще новые школы, еще новые строительства. И я думаю, что постепенно вторая смена в городе Чебоксары и Чувашской республике, она уйдет. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется главе администрации города Чебоксары Алексею Олеговичу Ладыкову. Уважаемый Михаил Васильевич, дорогие ребята, педагоги, родители, сегодня мы отмечаем всенародный праздник День знаний. Этот день дорог для всех поколений граждан нашей страны. Светлые воспоминания о школьных, студенческих годах, о лучших учителях, о верных друзьях остаются в памяти каждого из нас, в сердце каждого из нас и помогают нам в трудную минуту.
Но сегодня главные герои – это вы, дети, это вы, первоклассники, ученики средних и старших классов. Вместе с вами мы открываем лучшую, самую большую инновационную школу в нашем городе. Благодаря открытию этой школы разгрузились 10-я, 24-я школа, где мы практически переходили на трехсменный режим работы. А эта школа разгрузила детей, и сегодня мы будем чувствовать себя спокойнее, будем учиться в первую смену. Я хотел бы выразить слова благодарности главе республики, правительству и депутатам Государственной Думы за финансирование, за постоянную поддержку и помощь в реализации этого проекта. Дорогие друзья, я хотел бы попросить вас всех поаплодировать директору этой школы, Татьяне Львовне. Давайте мы поаплодируем ей и скажем спасибо. Мало того, что все родители города мечтали попасть в первый класс именно в ее школу на Ярославской, так здесь, на улице Гладкова, она ощутила все прелести строительного процесса. Выдержала их, выстояла практически с самых первых дней. Каждый кабинет, каждый квадратный метр она пропустила через себя. Я хотел бы выразить слова благодарности. Леонид Ильич сказал строителям. Действительно, перед нами стояла сложная задача. За 9 месяцев мы построили 90% этой школы. А на этот год оставалось только благоустройство и финишная отделка. Более 1000 человек работали на этом объекте, более 1000 строителей. Ну а главное сегодня – это ваш праздник, дорогие ребята. Впереди у вас много интересного, много новых событий, интересных открытий, незабываемых впечатлений. Я хочу пожелать вам успехов в учебе, здоровья, благополучия. Пусть сбываются все ваши мечты. С праздником! Слово предоставляется директору школы, заслуженному учителю Чувашской Республики, почетному работнику образования Российской Федерации Татьяне Львовне Николаевой. Дорогие ребята, дорогие родители, сегодня действительно у нас замечательный праздник. Праздник и педагогов, и населения, и наших замечательных детей. Праздник не только школы, праздник всего города, праздник республики, потому что эту школу строили мы все вместе. И мне действительно хочется сегодня сказать огромное спасибо главе администрации нашего города Алексею Олеговичу Ладыкову, потому что весь срок строительства мы были действительно плечом к плечу, выдержали этот тяжелый период строительства. И сегодня мы радуемся тому результату, и я думаю, мы будем радоваться ему все вместе, какая у нас получилась замечательная школа. В городе появилась средняя общеобразовательная школа номер 1. И мы понимаем, что первая школа такая большая, такая замечательная, она должна быть лучшая в городе. И мы понимаем эту ответственность. И я думаю, что все вместе мы с вами сделаем все возможное, чтобы оправдать это доверие. И мы будем лучшими в городе и в республике. Наступает самый торжественный момент. Момент открытия нового здания школы номер 1. И мы уверены, что это событие войдет в историю нашего города, нашей республики. И для торжественного открытия и перерезания ленты мы приглашаем главу Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, наших почетных гостей и, конечно же, первоклассников. Это действительно очень-очень знаковый момент перерезания ленты. Мы просим вас пройти к специальным оборудованным местам, дверям этой школы и перерезать ленточку для того, чтобы торжественно ее открыть. Ну а мы будем ждать этого момента.